В двух колониях Коми осужденным теперь рассказывают сказки. Новый вид терапии, по задумке психологов, позволяет слушателям взглянуть на себя с другой стороны. В исправительном учреждении в поселке Нижний Доманик, например, для этого используют ассоциативные карты. При выстраивании задуманных событий заключенные как бы проживают их и при этом приобретают духовный опыт и силу. При такой работе нет сильной нагрузки на психику, воздействие идет на подсознательном уровне, успокаивают в управлении службы исполнения наказаний. Сказка-терапия есть в 25-й колонии под Сыктывкаром. Там через иносказательные истории осужденным помогают осознать собственные разрушающие установки и посмотреть на свою жизнь через метафору. Практическую работу здесь ведет старший специалист психологической службы Алина Гуцал. Здравствуйте, Алина. Неужели прямо такие сказки? Да, действительно, это сказки. Сказками мы проводим работу, проводим терапию. Действительно, это новый метод, особенный метод работы с осужденными. А какие сказки служат, так сказать, в здравоучении? Сказки разнообразные, то есть и руссконародные, это и притчи и так далее. То есть все, что мы собирали в быту, все мы используем в нашей работе. Где-то в России такая технология уже применяется. Можно ли ее назвать инновационной и уникальной? Да, применяется, но очень редко, так как эта работа, так как этот метод, он новый, используется в особенности с осужденными несовершеннолетними. И мы сейчас внедряем эту практику именно этого метода с осужденными уже взрослыми. Ну, это ведь добровольная процедура, получается. Хочешь слушать сказки, хочешь нет. Сколько ваших подопечных пошли на этот эксперимент? В эксперименте у нас участвовало 5 человек. Мы внедряли свою программу, чтобы посмотреть на эффективность. В дальнейшем мы планируем расширять этот метод, расширять практику внедрения этого метода на другие учреждения. Поэтому планируется охват большего количества осужденных. Ну и что же в итоге этот эксперимент всем даст? В целом, наша работа должна привести к тому, что осужденные будут хорошо адаптированы к условиям отбывания наказания. Также они будут испытывать меньше трудностей в эмоциональном плане. Они будут хорошо взаимодействовать с другими осужденными. И в целом эту практику они могут перенести при адаптации уже на свободе. Спасибо большое, Алина. Но я напоминаю, что у нас в гостях была старший специалист психологической службы Алина Гуцал.